Çıkıyor. Выходит из дома. Hadi canım, iyi geceler. Abi Брат, отпустите меня, я пойду. Я не имею к этому отношения. Пойдешь. Куда ты так торопишься? Господин Саваш справедливый. Орхан, ты знаешь. Не паникуй. Он сделает все, что нужно. Не волнуйся. Отключен. Этот мерзавец поменял сим-карту. Ничего не получится. Сколько времени прошло? Потерпи, потерпи. А вот и земля показалась. Это тип, которого показывали по телевизору. Спокойной ночи, любимый. Доброй ночи. Он выехал из дома, направляется к вам. Продолжать охранять? Издалека. Все ясно, господин. Мехмед, не забудь о ноутбуке. Для тебя и 2 ноутбуков не жалко. Ты супер. До свидания. Счастливо.
Где он? Внизу, в гараже. Добро пожаловать, Орхан. Выйдите. Эшреф, останься. Орхан, я в курсе, что тебе отдал приказ Ахмед Муран. Орхан, сразу перейдем к делу. Ты видел, чего нам стоило твое предательство. Теперь мы исправим это, Орхан. И ты мне поможешь. Метод выбирай сам. Как прикажешь, глава. Орхан, ты поможешь нам, а мы тебе. Поверь, это облегчит жизнь нам обоим. История с вашим Балдаром невероятно раздута. Те фотографии, если бы они были у нас. О чем ты говоришь? Это была бы сенсация. А они у меня есть. Я сейчас их вышлю. Не забудь мою гениальность. Высылай скорее. Высылаю. Что случилось, Исмаил? Ничего. Я сегодня встретил тебя. Думаю, куда она так торопится? А правда, куда ты ездила, Эндам? Никуда. А куда мне ехать? Хотела деньги родителям выслать. Ты лжешь, Эндам. Я видел тебя. Исмаил, умоляю тебя, никому ничего не говори. Но ты рассказала о том, что я показывал фотографии Суне. Я знаю об этих фотографиях. Как это? Откуда знаешь? Госпожа не смогла просмотреть их. Вот я и помогла. Да? Только никому не говори. Я поговорю с господином Савашем. Ни в коем случае. Не бойся. Господин Саваш не рубит сгоряча. Успокойся. Господин, я... Кто ты? Кто ты? Я не расскажу, Эндам. Не бойся, не скажу. Видишь? С человеком всякое может случиться. Только Аллах не ошибается. Но не бойся, я тебя не выдам. Не волнуйся. Слышишь? Шеф, караульте его 24 часа в сутки. Если позвонит Ахмед Муран или еще кто-нибудь, Орхан спокойно поговорит с ним. Правда, Орхан? Да, глава. Я понял. Алло? Госпожа Ясмин? Да, кто вы? Говорят, что вы любовница Саваша Балдара. Что? С чего вы это взяли? Кто вы? Так это правда? Ступайте, поспите. Телефон тут.
Доброе утро, госпожа Севги. Доброе утро. Что-то случилось? Вы в порядке? Değilim Sitare. Нет, Ситаре. Тайная любовница и наркоторговец в одном болоте. У нас нет времени, Орхан. Ты немедленно расскажешь мне все, что знаешь. Брат. Из Вана приехал господин Пала. Хорошо. Мы еще поговорим, Орхан. Оставайся здесь. Госпожа Севги, можно вас? Что случилось? Смотрите, что показывают. Еще недавно пресса пестрила новостями о причастности Саваша Балдара к продаже наркотических средств. А теперь бурно обсуждается его личная жизнь. Близкий семье Балдар источник подтвердил, что несмотря на то, что Саваш Балдар женат на Чичек Балдар, он долгое время встречается с молодой рекламщицей Ясмин Устун. Только на днях имя Саваша Балдара фигурировало в нашумевшей истории об изъятии наркотиков, а теперь СМИ трубят о запретной любви молодого предпринимателя. Не так давно в грузовике Балдар Холдинга, который ехал за границу, было обнаружено 1200 килограммов героина, в результате чего были арестованы члены семьи Балдар. Поползли слухи о том, что молодой и успешный предприниматель, глава совета директоров Балдар Холдинг Саваш Балдар, популярность которого стремительно росла вверх, нажил свое огромное состояние благодаря запрещенной продаже наркотиков. Пока длилось расследование, появились новости и фотографии, которые снова породили массу вопросов. Севги. Севги, мне только что кто-то звонил. Ясмин. Фотографии. Везде напечатали фотографии. Что? Какие? Ваши. Где ты и Саваш? Включи телевизор. Нам конец, Ясмин, конец. Как мы теперь отмоемся от этого? Согласно нашим сведениям, Саваш Балдар долгое время тайно встречается с Ясмин Устун, в то время как фотографии пары печатают в газетах, близкое окружение утверждает, что Саваш Балдар женат на Чичек Балдар. Не может Чичек быть. Балдар – дочь семьи, недавно перебравшейся в Стамбул из Вана. Дочка? В этом году она приступила к обязанностям учительницы начальной школы и, по словам учеников, и ее окружение является любимой всеми и уважаемым человеком. Проклятие! Всех интересует, как отреагирует на новости учительница Чичек. Ходят слухи, что члены семьи поддерживают невестку Чичек Балдар, выступая против этих запрещенных отношений. У Чичек Балдар и Саваша Балдара нет детей. Но согласно поступившей информации, Саваш Балдар, несмотря на несчастливый брак, не намерен разводиться с женой, ссылаясь на обычаи. Саваш Балдар и Ясмин Устун, которые скрывают отношения и живут вдали от посторонних глаз, воздерживаются от комментариев по поводу появления фотографий в прессе. Новые подробности об истории успешной рекламщицы Ясмин Устун. Пока она воздерживается от комментариев, но говорят, что пара познакомилась на деловой встрече и в дальнейшем стала тайно встречаться. Мнение о том, сообщил ли Саваш Балдар Ясмин Устун о том, что он женат или нет, разнятся. Кто-то из близкого окружения говорит, что госпожа Ясмин с самого начала знала об этом браке и смирилась с этой ситуацией. Кто-то говорит наоборот. Говорят, что Саваш Балдар долгое время скрывает от госпожи Ясмин то, что он женат на госпоже Чичек. Но так ли это на самом деле, мы пока не знаем. Но мы непременно выясним это. Сенсация, сенсация, сенсация. Саваш Балдар? Посмотрим, что эти бесстыжие теперь будут делать. Ты не представляешь, какая наглая эта Ясмин. Вот увидишь, она через пару дней скажет по телевизору: да, я его любовница. Я тебе обещаю. Пока господин Саваш, будучи женатым, живет с женщиной с ребенком, нам устраивают скандал из-за того, что мы поженились. Прекрасно. Даже неизвестно, где отец ребенка. Кто знает, от кого она нагуляла его. Забудь о них, любимая. Что это?
На что мы потратили 25 тысяч лир? Потратили, и ладно, любимый. Ничего страшного. После обеда я пойду в банк и положу деньги на карточку. И сниму наличные для материалов. Вот и все. Я возьму машину. Сегодня буду много ездить. Хорошо. Тогда я возьму немного. На такси. Ладно, любимая, конечно. Созвонимся. Пока. Положение в Ване не из лучших, Саваш. Все боятся. Сельские разбрелись. К ним заезжал глава Бишир. Дядя, этот человек еще потреплет нам нервы. Не только наш клан, но и Мораны опасаются происходящего. Они и так хотят видеть главой не Ахмета Морана, а Явуза Морана. Причем здесь Явуз? Явуз затеял в Ване большую стройку. Человек высоко забирается, Саваш. Пусть. Мораны и наш клан хотят избавиться от этой беды. Глава Бишир очень жесток. Мнения о том, в курсе ли Ясмин Устун, женат Саваш Балдар или нет, расходятся. Еще недавно пресса пестрила новостями о причастности Саваша Балдара к продаже наркотиков, а теперь бурно обсуждается его личная жизнь. Саваш! Что опять случилось? Что за бесстыдство, Саваш? Что за позор показывают по телевизору? Помимо всего произошедшего, наружу всплыла правда о тайной связи и фотографиях любовницы Саваша Балдара. Мы недостаточно опозорились? Согласно слухам, рекламщица Ясмин Устун и Саваш Балдар долгое время скрывают свои отношения. Ve Savaş Baldar bu ilişkiyi uzun süredir gizli olarak sürdürüyorlar. Ve bundan Savaş Каждый день новая проблема у Всевышней. Мы никак не можем избавиться от бед, Ясмин. Ты не рассталась, не избавилась от этого человека. Вот видишь? zaman neler söyleyeceği ve ilişkinin sürüp sürmeyeceği de Мама, хватит. dolduracak gibi görünüyor. Не нападай на меня. Умоляю, хватит. Хотя бы раз скажи. Не расстраивайся, дочка. Поддержи меня. Будь рядом. Умоляю. Пока ни одна из сторон не сделала никаких заявлений в отношении происходящего. Общественность с нетерпением ждет ответов. Ты все еще не покончил с этим? Да, не покончил и не покончу. Идем, милая. Она нам не подходит, Саваш. Ее кровь и обычаи не подходят для нас. Какая кровь, мама? О чем ты говоришь? А что, неправда? Кто эта женщина? Ее фотографии появляются тут и там. Ступайте наверх. Мама, говори вежливо о моей любимой женщине. Нельзя. Нельзя встречаться с этой женщиной. Это уничтожает твой род и знатность. Прекрати, мама. Знатность не связана с кровью. Что опять случилось? Ее семья не ровня нашей. Чичек, не ходи. Не обращай внимания. Что бы ты ни сказала, я люблю Ясмин. Идем. Yasemin'i seviyorum. Как долго длятся эти отношения? Вы вообще не расставались? Ты постоянно обманывал меня? Говори. Мама, эта женщина будет моей женой, ясно? Anladın mı? У тебя есть жена. Сестра, прекрати. Он любит ее, оставь его. Не вмешивайся, Пала. Сестра, ты не слушаешь меня. Ты тоже поддерживаешь его? Заметно. Вы объединились. Приехали. Anne. Мама, не ты ли обстреляла дом, когда я привел сюда мою будущую жену? Я скрыл это, чтобы ты снова не причинила ей вред. Я защищал ее. Я скрыл о любимой женщине от матери. Тебе не кажется это странным? Ищи вину в себе. Ara. Çiçek Hanım'ın okulunda А теперь я ухожу. Ясмин нуждается во мне. Vardır. ve öğrenci velilerinin vereceği tepki nasıl olacak? Olay çiçek öğretmenin iş yaşamını nasıl etkileyecek? İşinden ayrılıp evine mi çekilecek yoksa devam mı edecek? Bunu zaman gösterecek. Милая, Саваш, Onların ailesinin nasıl karşılayacağını merak edilenler arasında. ты видел? только что видел. Как ты? Можешь себе представить, как? Все будет хорошо. Все наладится. Я еду. Suçlanmadan ortaya çıkan bu Burası Оставляю дом на тебя, дядя.
Чичек, Брат, сейчас не время плакать, Чичек. Скорее собирайся и выходи. хорошо. Приезжай в кафе, где мы встречались вчера. Хорошо, приеду. Ты куда? Прошу. Прошу, госпожа. Благодарю. До свидания, госпожа. Всего доброго. Спасибо. Куда подевался этот мерзавец? И от Нурсета ни слуху, ни духу. Господин с ума сойдет. Подлый проклятый мерзавец. Он попрал наши обычаи. Может, он возьмет вторую жену? Молчи. Не говори, чего не знаешь. Не понимаю, как это произошло. Вы уверены, что это не ошибка? Нет, госпожа Назан, счет заморозили. Что за абсурд? Я могу поговорить с вашим директором, пожалуйста. Господин директор на совещании. Ничего, я подожду. Мы решим с ним эту проблему. Хорошо, госпожа. Ясмин, ты придешь? Это очень важно. Севги, перестань, умоляю тебя. Я не в состоянии выходить. Хорошо, Ясмин. Хорошо. Словно она начальница, а мы рабы. Что это такое? Госпожа Севги, мы готовы. Хорошо, иду. Но, господин, вы только сейчас говорите об этом? Итак, посмотрим, что у нас есть и что нам делать. Сегодня готовимся к презентации. Успел? Да, мы работали всю ночь. Но это стоило того. Госпожа Севги. Говори, Ситаре. Как сказать? Не нужно делать презентацию. Клиенты только что отказались. Почему я не знаю об этом? Если они все еще встречаются, почему ты не сказала? Я хотела сказать тебе, но ты не предоставил мне возможности. Ты сказал, что обо всем знаешь. Ладно, не расстраивайся. А как не расстраиваться? Как я завтра буду смотреть в глаза коллегам? Мало истории с наркотиками. Так теперь еще и обманутая жена Саваша Балдара. Как я буду смотреть людям в глаза? Где Ясмин? У себя.
Я здесь. Я здесь, я рядом, милая. Ничего, родная. Что это значит? Кто и как мог заморозить мой личный счет? Кого вы спрашивали? Нам поступили такие распоряжения свыше. Мне жаль, я ничего не могу поделать, госпожа Назан. Я знаю, кто отдал вам распоряжение. К сожалению, такова ситуация, госпожа Назан. Постарайтесь понять. Что значит постарайтесь понять? Что тут понимать? Вы поставили меня в такую ситуацию. Такое пристало такому огромному банку, как вы. Стыдно должно быть. Вы ответите мне за этот абсурд. Слушаю, Назан. Диля, что это значит? Не поняла. Я приехала в банк, а мне сказали, что мой счет заморожен. Как вы могли так поступить? Мы ничего не делали. Все счета заморожены. Все обстоит иначе. Диля, прекрати, не пытайся покрывать Саваша. Я знаю, это он приказал. Но все не так просто. У меня на все есть право. Он скрывает от меня мои деньги. Назан, поверь, кем он себя возомнил? Он думает, если я останусь без денег, я вернусь домой? Не дождется. Из-за него у меня нет денег, чтобы вернуться домой на такси. Саваш ответит мне за это. Я попрошу выслать тебе машину. Не нужно. Не нужно. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Все закончится, Ясмин. Совсем немного осталось, поверь. Не заканчивается. Я дал тебе слово. Все закончится, вот увидишь. Это лишь мечты. Лучше не становится. Все только хуже. Зима пройдет, Ясмин. Потом наступит весна. Это последняя вьюга в нашей зиме. Последний снег. Пусть дует, пусть падает. Потом вся весна будет только для нас. Для нас троих. Господин, это личная жизнь госпожи Ясмин. Она вас не касается. Сколько лет мы работаем с вами, еще будучи X-Large. Госпожа, передайте, пожалуйста. Нас двое. Передадите? Передавайте, госпожа. Простите. От Нурсета нет вестей? В доме никаких движений? Нет, господин. Гудки идут, но он не отвечает.
Добрый вечер. Входи, Севги. Добро пожаловать, дочка, проходи. Ясмин нет? Только что вышли. Приехал Саваш и забрал Ясмин. Идем. Как она? В порядке? А как можно быть в такой ситуации? Все навалилось одно за другим. Но это уже слишком. Мы опозорились, Севги. Не преувеличивайте так. Согласна. Трудные времена, понимаю, но... Ясмин слишком упала духом. Приехала бы, занялась работой. Конечно. Слушаю, дядя Явус. Как дела, Мустафа? Неплохо, у тебя? У меня есть для тебя подарок. Приезжай завтра на склады. Хорошо. Шок, шок, шок. Саваш Балдар, разве еще вчера в грузовике этого типа не нашли наркотики? Причем тонну. Еще и жене изменяет мерзавец. Жаль женщину. Низкий человек. Мало того, что богатеет на том, что отравляет молодежь, так он еще и любовницу завел. Одни грязные дела. Он мафиози? Конечно. Они такие. А откуда ты думаешь, он берет деньги? Чего изволите, господин? Принеси мне курицу на гриле, только хорошо прожаренную. И к ней сезонный салат. И еще хочу ваше замечательное шоколадное суфле. Хорошо, господин. Akıllarda yeni soru işaretlerine neden olmuş. Habere göre Savaş Balday bir süredir reklamcı yazdı. Пусть печатают. Ну и что с того? Мы ни перед кем не обязаны оправдываться. Кто что может нам сказать, когда мы любим друг друга? Ясмин, я записал тебя в своем сердце. Что с того, что напишет газета? Саваш, перестань. Дорогая, единственная. Мы и так поженимся через пару месяцев. Будем везде появляться, держаться за руки. Пусть говорят, пусть пишут. В смысле? Ты сразу разведешься? Не разводиться? Sen И mi? это мне ты говоришь? Любимый, сейчас все запутано. Еще и новости о разводе появятся. Опять начнется шумиха. И так произошло достаточно событий. Но это не заставит меня сдаться. Дорогой, пусть поулягутся страсти. Пусть все успокоится. Уже так поздно, а его нет. Он вместе с этой женщиной. Она разрушит семью. Какую семью, ради Аллаха? Молчи, Пала. Наша честь и так достаточно запятнана. Сначала Назан, теперь Саваш. Двое моих детей опозорили меня. На нас обрушились беды. Нам нужно сплотиться и объединить клан. А после этих фотографий, что подумают в Ване? Не бывает такого главы. Не бывает. Из-за них распадается клан из 1000 людей. Распадается. Клан распадается, потому что один мужчина полюбил одну женщину. Обычай от любви не нарушается. Не защищай их, Пала. Не правда, госпожа Шахнур? Если клан и распадется, то только потому, что ты самовольно поступала, а не из-за Саваша. Он только создал порядок. Он отлично руководил кланом. Ты понимаешь, что ты говоришь, Назан? Любимый, я сама в шоке. И что теперь будет? Как ты решишь эту проблему? Я? Ну, я не знаю. Назан, ты, кажется, не понимаешь всей серьезности происходящего. Я доверился тебе, решил снова создать бизнес. Я влез в такие долги. Аренда помещения, архитектор, обстановка. Еще много остального. Ты думаешь, это копейки стоит? Мало мне старых долгов, так я сейчас буду мучиться еще и с новыми. Как ты могла? Любимый, поверь, мне очень жаль. Думаешь, я хотела, чтобы так вышло?
Просто прекрасно. Пока они как сыр в масле катаются, мы будем захлебываться в долгах. Диля сказала, что все счета заморожены. И ты сразу поверила. Я ничего не знаю. Делай, что хочешь, но достань деньги. Иначе мы погибнем. Где ты ходишь так поздно? А вас это интересует? Ты невестка в этом доме, не забывайся. Невестка? Я нахлебница в этом доме. Послушай меня. Ты стала огрызаться. Лучше бы я раньше огрызалась. Лучше бы приходила и кричала, чем плакала украдкой в углу. Лучше бы я не была такой дурочкой. Чичек, молчи. Так вышло, потому что я молчала. Мне надоело это. Вы унижали меня. Вы и ваш сын. Вы растоптали мою гордость. Вы позволили другим сплетничать обо мне. Не груби мне. Если бы ты была женщиной, ты бы удержала моего сына. Будь проклят день, когда я пришла сюда. Вы растоптали меня. Бора, мне правда жаль. Что делать? Мы будем работать и выплатим долги. Мы ни в ком не нуждаемся. Пусть делают, что хотят. Если понадобится, и я пойду работать. Что? Ты что, издеваешься надо мной? Она работать будет. Чем ты будешь заниматься? Что ты умеешь? Бора, я пытаюсь помочь. Почему ты кричишь на меня? Если хочешь чем-то помочь мне, забери у них то, что тебе принадлежит. Что? Как ты мог подумать, что я опущусь до этого? Я пойду к ним с протянутой рукой? А что такого? Вы разве не семья? Если они семья, то ты муж. Кроме того, это не они наделали эти долги. Это ты обязан содержать этот дом и выплатить долги, а не они. Послушай, ты перешла все границы. Бура, что ты делаешь? Приди в себя. Ты делаешь мне больно. Это не ты настаивала, чтобы я снова открыл агентство? А теперь ты скажешь, это не моя семья наделала долги, и отойдешь в сторону? Что ты за дурака меня принимаешь? Ступай, ищи где хочешь, но принеси мне деньги. У семьи попросишь, продашь акции холдинга, выкручивайся как хочешь. Что нового? Ничего, ждем. Кто-нибудь звонил? Нет, господин. Глядите в оба. Сразу дайте знать, если что-то случится. Как прикажете. Приятного аппетита.
Идем. Я соскучился по маме, бабушка. Деточка. Мама вернется, бабушка. Засыпай. Я расскажу тебе сказку, чтобы ты быстрее заснул. Давай. Bir var Давным-давно, однажды, dağ bayır прогуливающаяся по склонам гор, yaşan bir одна черная овечка сказала небу и облакам: ah «Который день мир кажется мне тесным». А небо спросило: «Почему, овечка? neden dar Почему кажется тебе тесным? bize Скажи нам». Несчастный мой мальчик. Внимательно слушай учительницу. Хорошо, деточка? değil mi ya? Сынок. Мама! Мама пришла! Эшреф! Боран! Мама! Убирайся! Не смей приближаться к нему! Госпожа Назан, Мама! Боран! госпожа Назан, Я хочу к маме! Отпусти! госпожа Назан, не нужно. Идем! Я пойду к маме! Госпожа Эндам. Назан, пожалуйста. Эндам, где ты? Эндам! Отпусти! Госпожа Назан, Отпусти! умоляю вас, прошу. Боран! Мама! Госпожа Назан, Отпусти. пожалуйста. Мама! Успокойтесь, прошу вас. Мама! Боран! Боран, сынок! Сынок, иди сюда! Я тебя люблю! Сынок! Мама! Вы не разлучите меня с сыном! Я хочу к маме! Меня никто не разлучит с сыном! Мама! Отдайте мне сына! Убирайся! Если у тебя осталось хоть немного чести, уходи отсюда! Отпусти! Боран! Боран! Не опускайся еще ниже! Сынок! Госпожа Назан, Мама! Только сейчас одумалась. Вспомнила, что у тебя сын есть. Отпусти меня! госпожа Назан, пожалуйста. Эшреф, умоляю. Каждый получает то, что заслуживает. Мама! Сынок! Эшреф! 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 Госпожа Назан, Прогоните ее. госпожа Назан, Я тебя люблю. госпожа Назан, прошу тебя. Сестра оставь, пусть повидается с сыном. Буран, Это Буран. грех. Малыш, Госпожа Назан, прости. Буран, я люблю тебя. госпожа Назан, умоляю. Буран, Назан, уходи отсюда. Уходи. Прогоните ее. Буран, Мама, я хочу к маме. Прогоните ее. Что вы стоите? Пусть убирается отсюда. Мама, прогоните ее. все, хватит, хватит. Ну, тише, милый. Прогоните ее. Я люблю тебя. Вы не разлучите меня с сыном. Мама! Ни у кого из вас не хватит сил. Боран! Пошла прочь. Боран! Никто не разлучит меня. Я его мать, я его мать! Как тебе не стыдно? Меня выгоняют из дома. Мама! У вас совести нет. Что ты за мать? Да ты пожалеешь об этом. Ты пожалеешь, что выставила меня за дверь, как собаку. Ты пожалеешь об этом.
Значит, по утрам всегда будет так чудесно. Только прикажите, глава. Чье это? Дай посмотрю. Çok aşık. Одной очень влюбленной женщины. По-моему, единственная наша проблема — это сглаз. Поэтому с нами вечно что-то случается. Ох, Саваш. Это дело рук Мехмета. А как же иначе? Мы думали, что забрали у него все копии, но значит, он кое-что припрятал. Додумался своими ничтожными мозгами отдать их в печать. Но я знаю, что сделаю с ним, не волнуйся. Забудь о нем. Ешь, ешь. Но как такое возможно, господин Якуб? Я понимаю вашу щепетильность. Но это как-то повлияло на нашу расторопность в работе? Или как-то сказалось на ее качестве? Какое это имеет отношение к госпоже Ясмин? Пожалуйста, давайте будем трезво рассуждать. Это ее личная жизнь. Она вас не касается. В агентство или домой, госпожа Ясмин? И если я и сегодня не приеду, Севги убьет меня. Отвези меня в агентство. Не утруждай себя. И ни о чем не беспокойся. Как только станет скучно, закроешь глаза и увидишь любящего тебя человека. А если вообще не закрывать глаза? Если ты всегда будешь у меня на глазах? Твоя рука всегда будет в моей. Всегда. Ты поедешь в офис? Нет, я заеду домой. Eve bir gideyim. Проверю, все ли там в порядке. Var mı bir bakayım. Господин Хакан, вот документы. Назлихан, Ляра должна ходить в школу. Ты знаешь какую-нибудь хорошую школу? Не знаю, господин Хакан. Выбор школы — трудное дело. Hakikaten. Но госпожа Чичек — учительница. Если хотите, поговорите с ней. Она точно знает. Да, было бы хорошо. Я сейчас же узнаю, где она преподает. Спасибо. Доброе утро, дети. Здравствуйте. Садитесь. А где остальные ребята? Заболели? oldu arkadaşlarınız? Почему вы не отвечаете? Çocuklar? Я сварила вам кофе. Спасибо. Sağ ol. Госпожа Севги, все вдруг стали полицией нравов. Какое им дело до этого? İşte bunun ne Какое? var canım? Не расстраивайтесь, госпожа Севги. Всего хорошего. Благодарю. Ясмин? Я думала, что ты забыла сюда дорогу. Как ты нашла ее? Севги, ладно. Хорошо, я приду в себя. Я же пришла.
Тетя, что случилось? Что с тобой? Утром приходила Назан. Да? Она вдруг вспомнила, что у нее есть семья? Она соскучилась по Бурану. Твоя мама на этот раз перегнула палку, Саваш. Она приказала охране прогнать Назан. Что? Мы пытались помешать, но она никого не слушала. Видел бы ты Бурана. Он плакал, кричал, чтобы его пустили к маме. Назан тоже кричала. У нас у всех сердце разрывалось на части. Рассказывай, как получилось, что ты убил человека. Клянусь, я ни в чем не виноват, дядя Явус. Он подначивал меня, сказал, что я не смогу. Оскорблял маму. Погоди, успокойся. Кто сказал, что ты виноват? Лучше бы ты не убивал его. Но ничего не изменишь. Кто был с тобой? Парень по имени Туфан. Какой он из себя? Примерно такого роста, смуглый, старше меня. Я понял, Мустафа. Жди от меня новостей. Большое спасибо, дядя Явус. Я этого никогда не забуду. Мама, что ты наделала? Как ты могла? Как ты могла так опуститься у всех на глазах? Когда умер ее муж, ее семья распалась. Mahvoldu. Она убивалась, я понимаю. Paranın Буран был маленьким. o yaz Она была в трауре. topar. Я долго ждала, пока она придет в себя. Yeniden Я долго ждала, что она снова улыбнется, mutlu что снова будет счастлива. isterse Я даже хотела, чтобы она снова вышла замуж. Но все не так. bunu Она не должна была так поступать с нами. yapmamışsın. Она растоптала нашу честь. Töremizi. Она пренебрегла обычаями, ребенком, матерью, семьей. Ах, Назан. Лучше бы я предала тебя земле, как Кемаля, чем пережить такое. Toprağa koyayım. Не говори так, мама, не говори. Она твоя дочка, мама. Ne olur. Что бы ни случилось, она твоя дочь. Она мать Бурана. Если она хочет видеть сына, не препятствуй ей. Как бы велика ни была ее ошибка по отношению к нам. Правда, самую большую ошибку она совершила, выйдя замуж за этого типа. Но ты не можешь взять себя в руки. Ты не берешься за дело. Заказы отменяются один за другим. Севгей, мне очень жаль. Тебе постоянно жаль. Но это не решает проблемы. Мы погибаем, Ясмин, разоряемся. Хорошо, но это, возможно, твои причины уважительные, Ясмин. Но ты забросила работу. Что, неправда? По крайней мере, пришла бы и встретилась с клиентами, убедила их. Люди тоже правы. В чем правы? Мы работаем с ними. Какое им дело до моей личной жизни? Это ты не отличаешь личную жизнь от работы, Ясмин. Они боятся, понимаешь, боятся. Согласна, Саваш твой возлюбленный. Но для них он преступник, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Вдобавок еще и ты пропадаешь. Ты не можешь отделить личную жизнь от работы. Теперь, согласно задаче, мы составим из слов одно предложение. Тетрадь, облако, свобода. Пишите в тетради. Вы можете идти. Продолжим на следующем уроке. Это та учительница, о которой говорят в новостях.
Dayı. Племянник, Dayıcım. дорогой, что ты здесь делаешь? Hadi gel. Давай с тобой поговорим по-мужски. Kime? На кого ты злишься? Расскажи мне. Я больше не буду любить бабушку. Она кричала на маму. Мама плакала. И тетю Эндам я не буду любить. И дядю Эшрефа. Я никого не буду любить. Идем. Bak Послушай, Боран. Дети и взрослые иногда могут злиться друг на друга. Как твоя мама с бабушкой. ama Но не переживай, скоро это пройдет. Annen Твоя мама вернется к нам. А ты жди ее, слышишь? Не расстраивайся и не плачь. А почему бабушка разозлилась на маму? Тетя Фидан тоже порой злится на Берфин. А ты разве не злишься на маму, когда она рано укладывает тебя спать? А когда мама злится, она так не кричит. Ты пока не думай об этом. Разве мужчина так расстраивается? Не огорчайся. Все пройдет, и твоя мама придет. Tamam mı? Что здесь делает мой внук? Burada bakayım. Я тебя не люблю. Ты заставила плакать маму. Уходи. Но, сынок, столько денег, а покоя нет. Ama huzurun yok. Но мы видели, откуда у них такие деньги. Героин и все такое. Муж попал в тюрьму, да еще и любовница есть. Çıksın. Пусть у вас все обойдется, госпожа Чичек. Мы слышали, очень расстроились. Sınıfta Сказали, что ваш класс опустел? Все слышали. canım. Hep gazete. О вас пишут во всех газетах. Конечно, родители не хотят отпускать в школу детей. Женщины, как вам не стыдно? Это школа, а не место для сплетен. Пожалуйста, успокойтесь. Госпожа Чичек, господин директор вызывает вас. Послушай, Ясмин. Ладно, ты постоянно не ходишь на работу. Газеты пестрят твоими с вашим фотографиями. Клиенты разбегаются в страхе. Из-за тебя мы теряем работу. Ты что, не видишь? Ясмин! Что мне делать, Евги? Чего ты ждешь от меня? Tamam. Хорошо, соединяйся, Таре. Господин Керем. Алло, добрый день, господин Керем. Что? Не понимаю. Хорошо, но почему? Разве вы не были довольны нашей работой? Перестаньте, это не имеет к нашему делу никакого отношения. Вернее, не должно иметь. Но, господин Керем, я понимаю. Ладно. У него, видишь ли, принципы. Если бы у тебя были принципы, Ясмин. Не говори так, ты обижаешь. А что, неправда, Ясмин? Ты заставляешь меня оправдываться перед людьми. Мы разоряемся, пойми, наконец, разоряемся. Агентство тонет. Сколько раз тебе говорит, держись от Саваша подальше, пока он не восстановит репутацию. Ты не имеешь права говорить это, правда? Если это причиняет мне вред, я имею право говорить все, что угодно. Я не позволю разорить агентство из-за твоих любовных проблем. Ясмин. Ясмин. Слушаю, господин директор. Что вы за учительница? У вас должно быть непорочное прошлое и достойная жизнь. Мы доверили вам детей, а фотографии вашего мужа не сходят с экрана и газет. На наших детях это плохо сказывается, когда они видят это. Прошу вас, успокойтесь. Постараемся решить проблему спокойно. Решение проблемы одно. Мы забираем из этого класса детей. Вот и все.
Kime bak? Кого ты ищешь? Меня прислал господин Явуз. Пошли со мной. Ясмин, ты в порядке? Да, я в порядке. Ay. Меня вдруг затошнило. Идем, милая. Идем, пошли. Нужно найти и покончить с этой свиньей, пока не приехал Бишир. Куда подевался этот мерзавец? Он же не сквозь землю провалился. Найдите его. Хоть из-под земли достаньте, но найдите мне его. Живо! Мы нашли телефон. Лежал в роще. Уронил или выбросил, когда понял, что его поймают. Хорошо. Господин Явуз прислал. Прошу, юноша. Глава Явуз подготовил тебе подарок. Прошу. Благодарю. Я попросила заварить мяту с лимоном. Спасибо. Sağ ol. Спасибо. Я для вас обуза, правда? Я все испортила. Я не это хотела сказать. Но у нас не осталось ни одного клиента, кроме Балдар и Ая Холдингов. Я поддалась панике. Посмотри, здесь работает столько народу. Если мы не реабилитируем агентство, мы пропали. Знаю. А что нам делать? Peki. Брат, где ты? Что случилось, Чичек? Почему у тебя такой голос? Брат, в школе родители. Ученики отказываются от меня. Успокойся, Чичек. Жди, я еду к тебе. Arkadaşın Парень хочет тебе сказать кое-что. Говори. Говори то, что сказал нам. silahını... Пистолет у главы Ахмета. Пошли. Пойдем заберем. Я выясню, куда он его спрятал. Дай мне время до завтра. kadar müsaade et. Послушай меня. Я прибью того мерзавца. Если узнаю, что ты меня обманул, я тебя прибью. Не обманешь? Честное слово, господин. Если хочешь, я переночую здесь. Завтра дай мне 3-5 часов, и я выясню, где он. Yerini öğreneyim. Так и быть. Поцелую, господин Мустафа.
Yoklar. Нет, господин. От него ни слуху, ни духу. Этого идиота непременно поймали. Но если они сделали это, если они задержали моего человека, Kesin büyük iş. то это крупное дело. Я не знаю, что сделаю с ними. Звони им обоим. Как прикажете. Гудки идут. Где ты, сукин сын? Это Саваш Балдар, Ахмед Моран. Не удивляйся. Твой человек в порядке. Он гостит у нас. Ты навлек на нас большую беду, Ахмед Моран. На самом деле, это ты навлек на нас беду, Саваш. Обманул мою дочь. Разместил в газетах свои снимки. И без стеснения говоришь со мной. Где ты, Ахмед Моран? Поговорим об этом лицом к лицу. Не о чем разговаривать. Ты сам подписал этим утром себе смертный приговор. Ты ходячий труп. Где ты? Я приеду, и мы поговорим. Закроем все счета. Я убью тебя, Саваш. Это будет непросто. У тебя не хватит смелости, Ахмед Моран. Для этого ты сначала должен встретиться со мной. Скажи, где ты, и мы разберемся с тобой по-мужски. Давай, Ахмед Моран. Не бойся так. Я приеду один. Отстань. Ты же маменькин сынок. Рано или поздно я найду тебя, Ахмед Моран. Даже если ты от страха заляжешь на дно, я найду тебя. Посмотрим, долго ли ты сможешь бегать. Подлый лжец. Один он придет. И сюда в тот же миг примчатся десятки полицейских. Ты мне за это ответишь, Саваш. Ты далеко зашел. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия. Nerede ulan? Где? Где он скрывается? Дядя, погоди, успокойся. Наши смотрели там, где он сказал, никого из них там нет. Он каждый день перебирается в новое место. Шеф, отвези людей на фабрику, пусть там гостят. Как прикажете. Не паникуйте. Это всего пару дней. Я сразу же отпущу вас, как только уладится эта проблема. Ты только послушай, что он говорит. Приедет он. Проходимец. А у тебя хватит смелости? Сам забавляется с какими-то рекламщицами. Рисул, Resul. слушаю. Сядем им на хвост вечером. Посмотрим, кто кого найдет первым. Разберемся, кто на самом деле правит бал. Брат, хорошо, что ты приехал. Чичек, расскажи, что случилось. Утром я пришла в класс, половины учеников нет. Их не отпустили родители. Они еще и в школу пришли, наговорили мне обидные слова. Мне очень стыдно, брат. Хорошо. Успокойся и подожди меня здесь. Я поговорю с директором. Хорошо. Добрый день, господин директор. Я брат Чичек Балдар, Явус Моран. Добрый день, присаживайтесь. Чичек очень расстроена из-за этой клеветы. Вдобавок, ее очень огорчает такое отношение в школе. Çok üzdü onu. Родители тоже по-своему правы. Да, возможно, если считать то, что написано, правда. Но послушайте, моего зятя Bir iftiraya uğradı. грубо оклеветали. Kaldı misali. Потом стало известно, что его очернили. Büyük zarar uğradı. Но эта история сильно навредила ему, его семье.
И нам тоже. Я не хочу, чтобы мою сестру необоснованно оскорбляли и огорчали. Я не знаю, клевета это или нет, но результат налицо. Это вещи, которые не приветствуются институтом образования. Не забивайте себе голову такими вещами. У вашей школы есть нужды. Подумайте об этом. 100 тысяч покроют нужды школы? Вы еще спрашиваете. Ты опять грустная. Нет, не грустная. Здравствуйте. Вы здесь? Мы хотим записать Ляру в школу. Наслихан сказала, что вы работаете учительницей. Вот мы и приехали сюда. И вот мы здесь. Вы правильно сделали. Если бы она училась рядом с вами, она очень много пропустила, верно? Как было бы замечательно. Но я не знаю, согласится ли господин директор. Брат. Господин Хакан, генеральный директор холдинга. А это его дочка Ляра, мой брат Явус. Очень приятно. Мне тоже. Очень приятно. Очень странно встретить вас здесь. Они хотят оформить в эту школу Ляру, но они опоздали. Учебный год давно начался. Ни в коем случае. Господин директор очень понятливый человек. Он сразу согласится. Как было бы хорошо. Ляра очень умная девочка. Она сразу нагонит остальных. К тому же я помогу ей. Правда? Думаешь, я бы хотела, чтобы дела пошли под откос? Я знаю, Ясмин. У тебя окончательно расшатаны нервы. Если хочешь, отдохни какое-то время. Тебе все равно будет трудно работать в таком состоянии. А вы справитесь? Не знаю. Может, я прибегну к чьей-то помощи на какое-то время. Я не хочу заменять себя, не пойми неправильно. Но было бы неплохо до тех пор, пока все не наладится. А ты пока отдохнешь. Хорошенько подумай над моими словами. Это пойдет тебе на пользу, Ясмин. Ладно, Севги, будь спокойна. Я тебя понимаю. Доброй ночи, Ясмин. Тебе того же. Саваш, Любимая, что случилось? ничего. Сегодня был неважный день. Приезжай, умоляю. Подержи меня за руку. Ладно, милая, где ты сейчас? Хорошо. Дядя, я поехал. Будут новости, звони.
плачь, милый. Не плачь, моя ласточка. Ты же рассказывал, что дал дяде слово. Ты сказал, я теперь не буду плакать. Ну а что теперь? Я буду плакать, буду. Мне-то что? Ты заставляешь меня плакать. Ты разлучаешь меня с мамой. Малыш. Боран. Что ты здесь делаешь? Ничего, дядя. Я просто... Поднимайся наверх. Есть новости? Нет, господин. Ждем. Алло? Как дела, Мустафа? Получил мой подарок? Эшреф, слушаю, господин. Позвони со своего телефона. Абонент недоступен. Мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия. Недоступен, господин. Ты над нами издеваешься, мерзкий подлец? Что вы, господин? Где твоя старая сим-карта? Ты достал нас. Мало бед, который ты навлек на нас. Так еще водишь нас за нос? Я убью тебя. Убью. Где старая сим-карта? Я убью тебя. Я выбросил, господин. Выбросил? Тогда почему молчишь? Ты насмехаешься над нами, мерзавец? Господин! Господин, умоляю тебя, не нужно. Не вмешивайся. Эндам, не вмешивайся. Мы кормили тебя, скотина. Эндам, не вмешивайся. Пала, что происходит? Не вмешивайтесь. Тетя! Получай. Господин! Пала! Господин! Господин! Пала! Пала, Господин! спасяла! Держите его, держите! Пала! Пала! Уведем его наверх, скорее! Пала! Не трясите его, не трясите! Мустафа, Осторожно! уведи тетю! Осторожно, Пала! Эшреф, умоляю тебя, осторожно! Орхан! Эндам, Беги, Орхан! Беги! Они не оставят тебя в живых! Давай! И беги скорее! Проходи. все нормально. Посадим его здесь. Осторожно, помедленнее. Пала, что происходит? Что случилось? Какой ужас. Эндам, принеси одеколон. Одеколон, сейчас. Вызовем скорую. Ах, Пала. Ах, Пала. Таблетки. Где таблетки? Скорее несите сердечные таблетки. Давай, держите. Скорее. Папа, вот, скорее. Давай, давай. Вызовите скорую. Вызовите скорую. Не надо, я в порядке. Пала, выпей. Выпей. Дядя, ты в порядке? Тебе уже лучше? Прекратите, я в порядке, не паникуйте. Отойдите от него. Дайте ему воздуха. Мы очень испугались, господин. Посеяли панику. Я не умер. Вот дает, а. Ах, Пала. Hadi bakalım. Вот теперь я посмотрю на тебя. Узнаешь, как угрожать мне, Саваш Балдар. Я ни одного такого, как ты, отправил на тот свет. Нам нужно поздравить Леру с новой школой. Хорошо вышло? Благодарю, но не стоило. Ну, тебе понравилась новая школа? А как же не понравится, если вы там? Милая ты моя. Фирма переживает трудные времена.
Да, возможно. Но мы справимся. Вы будете мучиться с компаниями, которые расторгли договоры из-за истории с наркотиками. Переживем, господин Явус. Проблемы компании не связаны с нашей продукцией. Это связано с репутацией. Так бывает, когда на рынке падает имидж компании. Но биржа безумствует. Это биржа. Она непредсказуема. Балдар Холдинг сможет справиться с этим. Если хотите, обсудите это с Савашем Балдаром. Savaş Baldar'la paylaşın. Вы все-таки родственники. Вы преувеличиваете. Я в норме. Но лучше было бы позвать врача. İyi olurdu. Он не хочет упрямиться. Ben de Я просто так не сдамся. Брат. Брат Ишреф. Кое-что случилось. Орхан сбежал. Проклятие! Здесь что, никто не остался? Что вы за охранники? Когда господину Пале стало плохо, немедленно поезжайте за ним. Начните поиски. Он не ушел далеко. Немедленно! Глава Ахмед, умоляю тебя, спрячь меня. Где ты? Я на дороге, ведущей в Гореле. Не стой там. Иди в сторону Махмуд Шевкет Паша. Я приеду туда через полчаса. Хорошо. Скорее поворачивай. Господин, а налет? Какой налет? Поворачивай скорее. Прости, дорогая, это важно. Слушаю, шеф. Орхан, брат. Позвонили? Орхан сбежал. Что? Что ты сказал? Господину Пале стало плохо. В доме началась суматоха. Пока мы занимались им, тот сбежал. Что случилось? Как дядя? В порядке? Уже лучше. Ладно, шеф, я еду. Что произошло? Дяде стало плохо с сердцем. Что? Как он сейчас? В порядке. Поедем, проведаем его. Конечно, любимый, конечно, поезжай. Нет, с тобой. Что? Ne? Да, мы едем вместе.
Нет, не говори глупостей. Я не поеду. Как я поеду в этот дом? Ты поедешь, как моя невеста, Ясмин. И все смирятся с этим. Вдобавок, разве ты не должна проведать дядю Палу? Нет, Саваш, нельзя. Тебя не волнует его жизнь? Давай, Ясмин, нам некогда спорить. Как ты? Тебе понравилось это место? Ты развеялась? Да. Отличный был вечер. Нужно его повторить. Да, неплохой. Доброй ночи. Мы бы отвезли вас? Нет, не нужно, господин Яус. Нам не по пути. Всего хорошего. До свидания. Пока, Лера. Пока. Садись, дочка. Брат, спасибо тебе за все. Тебя больше в школе никто не обидит. Я не хочу, чтобы мою сестренку кто-то огорчал. Саваш, что теперь будет? Добро пожаловать. Фильм озвучен ТОО «Прим».